очень важно сейчас знать, сколько растений на гектар имеется. Система орошения, зеленые операции, световой режим, размещение кустов, внесение макро- и микроэлементов. Практическая ценность. Практическая ценность мы должны четко понимать. Для фермеров что такое практическая ценность? В первую очередь это прибыль. Правильно же? При возделывании каждой культуры мы должны знать, что мы получим. То есть конечный итог – это прибыль. Мобильность и адаптивность фермеров. То есть вы должны быть узнаваемы. Поддерживать экологическую чистоту производства. Вы знаете, что мы сейчас отходим от химизации. Хотя химия все равно где-то нужна. Поэтому должно быть какой-то контроль для того, чтобы контролировать урожайность. И вы, тем более вы знаете, очень много технологий, очень много сейчас аппаратуры, где определяют на остаточную знаешь, количество всех этих химических препаратов. На сегодняшний день текущее состояние. Вы кто-нибудь крутите? Угу. Текущее состояние. Тут я представила все, значит, площади на Казахстан, где какие культуры, сколько гектар имеется. Я зачитывать не буду. Как вы видите, тут больше, значит, площадей находится в Туркестанской области по винограду, так как вы знаете, климатические условия для Туркестана, ну, для юга более подходят по винограду. По данным, значит, Казстат, также я зачитывать не буду, что мы не обеспечиваем себя, значит, нормами, которые имеется потребность, поэтому мы абсолютно не обеспечиваем себя также и плодовыми культурами, и виноградом. Мы обеспечиваем буквально, если обеспечиваем на 40%, это хорошо. На сегодняшний день, как вы знаете, по выращиванию винограда это регионы Алматинская область, Туркестанская область, Жамбылская область, Кызылординская область. Также Жетысуйская область сейчас мы всегда забываем, но в Жетысуйской области по винограду почти хозяйств нету. Больше, значит, сосредоточены это Туркестанская область. Климатические условия, вы знаете, более подходящие для выращивания винограда. То есть сумма активных температур, как вы знаете, более 5000 Цельсий, поэтому все сорта, которые созревают до позднего срока созревания, они все выращивают в Туркестанской области. Также площади, как вы знаете, 60-70% находятся в Туркестанской области. Виноградарство – это стратегическая важная отрасль аграрного сектора. Вы знаете, виноград у нас идет всегда отдельно, как культура, потому что виноград, как вы знаете, его выращивать у нас есть некоторые трудности. Виноградарство у нас укрывное, как вы знаете, корнесобственное. В отличие от других стран, тот же Запад, тот же Европа, вы знаете, что они все выращивают виноград на привитой культуре, потому что, вы знаете, филоксера – это большая как бы проблема на сегодняшний день, хотя решили, конечно, эту проблему, подобрали подвои, их сейчас выращивают на подвоях. Но одно только как бы облегчение в Европе, у них не укрывное, а у нас виноградарство укрывное. Если мы завезем филоксеру, вы знаете, это будет конец виноградарству, потому что у нас виноградарство укрывное. Даже если сорта не укрывные, которые выдерживают минус 35-30 градусов, в любом случае первые годы их надо укрывать. Также виноградарство, вы знаете, климатические условия у нас по Казахстану почти по всем регионам резко континентальные. То есть могут быть зимние оттепели, могут быть, значит, зимние сильные морозы, даже были годы минус 40 градусов по Алматинской области. Поэтому виноградарство мы можем, если завезем филоксеру, мы можем потерять виноград полностью. Также урожай – это ключевой показатель, я думаю, что во всех культурах. Современные вызовы – это изменение климата, дефицит ресурсов, снижение плодородия. Вы знаете, сейчас мы теряем плодородие почвы. Почему мы везде кричим? Мы должны сохранить плодородие почвы. Для того, чтобы выращивать урожай, нам в первую очередь нужна почва. Введение в культуру инвитро часто делается после физиологического покоя к концу зимнего или ранее весеннего периода.
используются верхушечные почки растений, которые вводятся в культуру инвитро. Следующий этап. И вот таким образом в пробирках, культуральных банках получаем инвитро растения, которые освобождены от внешней микрофлоры, то есть бактериальной и грибковой инфекции. Далее мы, чтобы дальше убедиться, что эти растения полностью освобождены от внешней микрофлоры, мы их тестируем на специальной питательной среде. Если там в растениях где-то оказалось еще заражение, вот на этой среде, на ранних этапах это позволяет выявить. Следующий. После получения растений, освобожденных от внешней микрофлоры, мы их тестируем на наличие вирусов. Для этого часто используется анализ ПЦР. При обнаружении вируса потом его секвенируют, идентифицируют по базе, какой именно этот вирус. Далее. Потом при наличии вируса, можно чуть назад, при наличии вируса их освобождаем от вируса. Существует несколько способов. Да? Это у нас меристемная термотерапия, хемотерапия и криотерапия. В данном случае на слайде показано, как освобождать с помощью хемотерапии. Да? На специальной питательной среде добавляются препараты, которые подавляют вирус. При термотерапии используются высокие температуры, то есть до плюс 38 градусов, которые тоже подавляют вирусы, и потом оттуда выделяется опять меристематическая зона, и дальше она культивируется. Далее еще часто применяется криотерапия. Это использование сверхнизких температур. Можно этот слайд листать? Следующий слайд можно? Вот это термотерапия, о которой я рассказывал. Следующий слайд. Криотерапия ранее была в слайде. Потом, после освобождения от вирусов, вот это микроклональное размножение, которое лежит на основе, еще нам позволяет их сохранить уже здоровыми в культуре инвитро и также в криоконсервации, то есть при сверхнизкой температуре в жидком азоте. И вот таким образом можно сохранить уже здоровый посадочный материал. И далее еще из этого материала, который оздоровленный, можно путем микроклонального размножения размножить, следующий слайд, получить потом в культуре инвитро корневую систему, следующий слайд, и потом их адаптировать через тепличные условия, пересадить в контейнеры, следующий. Вот таким образом можно получить контейнерную культуру, уже свободной от вирусов. Следующий слайд. И далее уже его культивировать и доращивать в тепличных условиях. И вот таким образом можно вообще получать оздоровленный посадочный материал. Далее, который передается в питомники, доращивается и дальше уже используется в садоводстве. Ну, спасибо вкратце. Основное внимание уделяется поиску и внедрению агротехнических, биологических и технологических приемов, способствующих укреплению естественных защитных механизмов растений, снижению их восприимчивости к патогенным и неблагоприятным факторам среды, что позволяет обеспечить устойчивое формирование урожая высокого качества. Задача цели – изучить влияние агротехнических приемов на формирование иммунитета садовых культур, изучение роли минерального и органического питания растений, и оценить эффективность применения биопрепаратов и стимуляторов роста. Иммунитет растений и их значение. Иммунитет растений – это невосприимчивость растений к действиям различных фитопатогенов и продуктов их жизнедеятельности. Явной причиной возникновения такой устойчивости является неспособность возбудителя болезней проникнуть в организм растения даже при наличии благоприятных условий. Иммунитет растений бывает врожденный и приобретенный. Врожденный передается растениями по наследству. Он может быть активным,
или пассивным. Активный иммунитет – это антиинфекционные защитные реакции, направленные на ограничение распространения патогенов. Антитоксичные защитные реакции, направленные на обезвреживание продуктов жизнедеятельности патогенов, образование фитоалексинов, токсичных веществ, антибиотического действия, формирующих в растениях в ответ на внедрение вредных организмов. Выявлено, что фитоалексины вырабатываются как устойчивыми, так и восприимчивыми формами растений. Однако их синтез в устойчивых растениях происходит более интенсивно. Ферментами системы растений, инактивирующих токсины патогенов и понижающие активность их гидролитических ферментов. Пассивный иммунитет. Анатомно-морфологические аспекты – это восковой налет на растениях, опущенность листьев, закрытие соцветия. Физико-биологические факторы, особенно обмен веществ, высокое содержание в растениях углеводов в белках, наличие фитоницидов, наличие токсичных для паразитов химических веществ. Приобретенный иммунитет – это способность растений не поражаться вредными организмами. Ее можно повышать. Для этого выделяются химический и биологический иммунитет растений. При химической иммунизации на растения применяются удобрения, микроэлементы и антиметаболиты. Биологическая иммунизация растений – это использование вакцин, обработка растений патогенами или продуктами их жизнедеятельности с целью мобилизации защитных механизмов и повышения устойчивости. Применяется в качестве обработки семян, опрыскивания растений или путем введения инъекций. Использование здорового и качественного посадочного материала, применение росторегуляторов и биопрепаратов, способствующих интенсивному усвоению макро- и микроэлементов, тяжелых металлов и токсичных соединений. Повышение иммунитета садовых культур методами совершенствования технологии включает применение агротехнических приемов. Это, например, севооборот, подбор сортов и другие. Использование удобрения, поддержание оптимального водного режима и борьбу с сорняками, что создает неблагоприятные условия для патогенов и укрепляет защитные свойства самих растений. Внедряются такие новые методы, такие как селекция устойчивых сортов и биотехнологии.